Накануне на аппаратном совещании правительства и муниципальных организаций глава региона Шалбан Караул поставил задачу обеспечить максимальное участие Тувы в федеральных целевых программах в будущем году. По его словам, каждый руководитель исполнительного органа власти должен быть заинтересован в привлечении федеральных средств для развития своей отрасли. Глава Тувы напомнил, что работа вице-премьеров и министров по участию в федеральных целевых программах является одним из показателей их эффективности. Каждый зам или министр должен знать все, что происходит с их заявками в федеральных ведомствах и быть готовым в любое время суток предоставить необходимую информацию и свои предложения, подчеркнул глава. В Барнхемчикском районе приступили к искусственному осеменению овец. Недавно созданное в поселке Шекпер предприятие «Племсервис» в этом году планирует охватить хозяйство 3 участников губернаторского проекта «Кыштак для молодой семьи» из этого района. Дозы для осеменения закупали в Хакасии, где есть все необходимое для криоконсервации и последующего хранения семенной жидкости. Отметим, что такая технология позволяет решить многие проблемы разом. Это и малый приплод или же инбридинг внутри отары. Если в отаре в течение 5 лет работают одни и те же бараны-производители, это приводит к вырождению скота, появлению слабых и больных ягнят. Кроме того, искусственное оплодотворение позволяет планировать сроки расплодной кампании в отарах, что в условиях Тувы определяет многое. С 1 ноября сотрудники компании «ТВ-Энерго» планируют провести проверку работы приборов учета у всех жителей Тувы. Проверка счетчика электроэнергии является обязательным мероприятием, в ходе которого необходимо подтвердить пригодность прибора для реализации учетных задач. Российское законодательство указывает на обязательное использование в качестве учетного оборудования приборов, прошедших контрольные испытания. Так, рейдовые мероприятия в первую очередь направлены на наведение порядка в базе данных потребителей, сравнение показаний, уточнение номера счетчиков и лицевых счетов, установление данных о собственниках жилья. Работу в этом направлении энергетики планируют закончить в конце декабря. В бизнес-инкубаторе Тувы прошел 3-й республиканский конкурс среди школьников «Мой бизнес-проект-2017». В результате отбора в конкурсе приняли участие 8 финалистов из общеобразовательных школ республики. По итогам защиты бизнес-проектов члены конкурсной комиссии определили следующих победителей. Первое место занял Айдыс Хава, ученик 14-й школы Кызыла. Второе место присудили Екатерине Наговицыной, ученице 3-й школы. А 3-е место заняла Айлина Хамушку, ученица 9 класса города Агдавурака. Всем участникам выданы сертификаты и денежные призы. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 57 рублей 47 копеек, евро 67 рублей 55 копеек. Увидел? Понравилось? Купил! В РБТ.ру ничего не откладывайте с кредитом 0012. Так, стиральная машина «Электролюкс» всего за 1249 рублей в месяц. РБТ.ру. 25 октября. Национальный театр. Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Саяны» приглашает на открытие 49-го концертного сезона «Золотой фонд». Билеты в кассе театра. Телефон 21141. Информация для мужчин. Только до 10 ноября 2017 года. Первая и последняя распродажа в магазине «Братишки-Бальчиш». Скидки на весь ассортимент до 50%. Успей набрать ништяков за полцены. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных 5-этажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Поможем использовать материнский капитал на покупку и строительство жилья. 8 800 775 12 72. Ростуризм назвал лучших менеджеров по туризму в этом году. В числе победителей и наша землячка Надежда Кызылда. Она заняла 1-е место в номинации «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Церемония награждения победителей и призеров состоялась на минувшей неделе в Москве. Вечером мне позвонили, часов 10:30 вечера, говорят: Надежда Спартаковна, вы получили призовое место в конкурсе «Лучший по профессии в сфере туризма». Я такая:
призовое место, а какое? А мне в ответ, ну, это вы узнаете на награждение. Билет мы вам оплачиваем, проживание оплачиваем, собирайте чемоданы, отправляйте свои данные. Вот, в общем, мы все это сделали, приехала я, даже трансфер вплоть. Организация самого конкурса, вот именно награждение, церемония была великолепной. От аэропорта до гостиницы, сопровождение, расселили в люкс-номерах. По итогам информационного тура по Сибирскому федеральному округу с соседними регионами девушка уже наметила планы сотрудничества на будущий туристический сезон. Действительно очень радостно, что вы получили именно первое место, а не второе. И как вы думаете, в дальнейшем, что нам лучше всего сделать, как продвигаться дальше, чтобы у нас были вот такого рода хорошие достижения? Министерство культуры Тувы нацелено на обучение новых кадров в области туризма. Так, в будущем учебном году Министерство культуры и образования региона совместно с Тувинским государственным университетом откроют новое учебное направление, в частности, по внутреннему туризму. Кадровые вопросы в основном решают все. Кадры у нас стоят на первом месте, потому что именно они продвигают туризм по нашему региону, да, по всей России. И этот случай радует меня тем, что Тува, наконец-то мы начали именно заявляться в этом направлении. То есть в Ростуризме, Министерство культуры Российской Федерации над этим, я думаю, тоже следят, где какие кадры взращиваются и кто растет, кто стоит на месте. Напомним, что с 22 февраля по 18 августа текущего года свои заявки на участие в конкурсе «Лучшие по профессии» подали более 350 человек из 51 субъекта России. По итогам конкурсных испытаний в регионах на участие в федеральном этапе были выдвинуты 88 претендентов из 37 регионов. В минувшие дни студенты военной кафедры Тувинского государственного университета посетили 55-ю отдельную мотострелковую бригаду. В ходе посещения будущие сержанты и солдаты запаса лично ознакомились с условиями размещения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также с образцами стрелкового вооружения, снаряжением и военной техникой мотострелковых подразделений бригады. Также должностные лица, занятые комплектованием бригады, должностями рядового и сержантского состава войсковой части, встретились со студентами. В рамках встречи учащимся рассказали про принципы отбора Министерством обороны Российской Федерации кандидатов, поступающих на военную службу по контракту. Подробно рассмотрены вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, порядок прохождения военной службы, возможности их карьерного роста. В честь Дня народного единства в Кызыле проходит ежегодный фестиваль национальных культур «Наирал». Его первый этап объединил юных талантов в 6-м детском саду города. В рамках фестиваля дети дошкольного возраста демонстрируют свои таланты в 5 направлениях – вокальное, танцевальное, литературно-поэтическое, художественно-изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Приходишь вот на такие фестивали, радуешься тому, что как бы то ни было, но все идет, пусть небольшими такими, прямо, чтобы как бы по желанию было, чтобы все у нас получалось. Конечно, не получается, но тем не менее, шаг за шагом все равно идет все к лучшему. Дети смелее, красивее. Название фестиваля говорит само за себя – «Наирал», что в переводе на русский язык означает «дружба». Именно дружба должна объединить детей всех детских садов города. Кроме того, в рамках фестиваля дошкольники узнают много интересного о культуре других стран. Так, 19-й детский сад представляет Узбекистан. Воспитатели отмечают, что через игру дети легко приобщаются к традициям и обычаям других народов. В частности, узбекская национальная одежда уже пришлась дошколятам по вкусу. Каждый сад вытягивает жеребие, нам достался Узбекистан. Конечно, тяжело найти детскую песню для ребятишек, но мы спели про сам город Ташкент. Можно смело утверждать, что главная цель фестиваля – приобщить воспитанников к национальным культурам других стран и регионов России – достигнута. Гала
концерт фестиваля «Национальных культурный Ирал» состоится 1 ноября. В этот же день будут подведены итоги фестиваля с награждением победителей. В спортивном зале Тувинского строительного техникума прошел открытый ежемесячный турнир по национальной борьбе «Хуреш» среди студентов средних и высших учебных заведений Кызыла. В борьбе приняли участие 10 команд, представляющие ТФГУ, Кызыльский колледж искусств, Тувинский строительный техникум, училище Олимпийского резерва и техникум экономики и права. По итогам соревнований первое место в абсолютном турнире занял студент сельскохозяйственного техникума Кайгайол Андар. Второе место присудили Буяну Даржу, исторический факультет ТФГУ, и третье место занял Артыш Оржак, студент техникума экономики и права. Детский бассейн «Нептунчик» запустил акцию по бесплатному посещению бассейна для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках всероссийской акции рукопомощи теперь особенные дети смогут совершенно бесплатно с 8 утра до полудня посещать бассейн и так называемый флоатинг – уникальный терапевтический метод достижения глубинной релаксации в специальной флоат-комнате. Вода помогает стать сильнее и активнее, а также способствует физическому развитию. В случае с детьми, у которых диагноз – детский церебральный паралич, задержка в развитии и аутизм. Здравствуйте, меня зовут Антон, и я хочу поделиться с вами фактами из мира специй. Существует около 20 видов разных солей, но нам известно, и мы употребляем в пищу одну из самых вредных – белую каменную. Хотя могли бы употреблять розовую или черную. Так, например, розовая соль, минеральная, содержит большое количество минералов и при этом очень хорошо вымывается из организма. Добавление специй в пищу – это своего рода искусство. Не стоит бояться экспериментировать. Границы не обозначены. Вы можете открыть новые горизонты кулинарных достижений, экспериментируя на своей кухне дома. В кухнях разных стран мира специи используются по-разному. Каждая кухня обладает своими отличительными особенностями. Поэтому для объективной оценки стоит попробовать их все. Как распорядиться призом от партнера радиоквеста «Замес Майонез» решает только победитель. Сегодня на радио «Голос Азии» ведущие надежно спрятали сертификат на 1500 от спортивно-развлекательного центра «Чемпион». И чтобы его найти, участникам потребовалось значительное количество времени на разгадывание загадки. Победитель квеста Юрий первым добрался до зашифрованного места. Правильным ответом был театр юного зрителя. Реализовать этот сертификат победитель сможет в любом из мест центра – в кинотеатре, кафе или в зале аттракционов. Приз от спортивно-развлекательного центра «Чемпион» – это подарок для всей семьи. Слушайте «Голос Азии» и участвуйте в радиоквесте «Замес Майонез» ежедневно в 13:10. В ближайшие сутки по республике ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. В Кызыле переменная облачность без осадков, ночью -3, -5 градусов, днем +4, +6.